Это было в понедельник, 10 апреля. Мы зашли пообедать в ресторанчик под названием «Форель», кушали рыбку. Я увидел ребят, которые на реке, там река открытая, они на блоках клали лестницы и что-то, значит, лазили. Я подумал, ну, наверное, что-то построить хотят, какую-нибудь, может, беседку, еще что-то. Ну, ладно, хорошо, молодцы. А потом я видел, что они перекладывают эту лестницу по блокам дальше через реку, через основной поток. Ну, тут я начал шутить и говорить: ребята, вы не можете сказать, что там рядом мост, может быть, им на ту сторону надо, так по мосту проще. И тут мне вдруг сказали: так они собачку идут спасать. Дальше у меня включился инстинкт мой профессиональный, потому что я из снимающих всю жизнь. И я зафиксировал это событие. Ребята героически над стремительным потоком воды добрались до среднего, по-моему, блока посреди реки. И там действительно сидела перепуганная собачка. По породе она чуть-чуть спаниель, то есть она плавать умеет, видимо, поэтому она оказалась в воде. Но эта бедная собачка, она не знала, что там такие пороги и водопад. Я думаю, что если была это не спаниель, а какая-то другая собачка, она просто не выплыла бы. Вот, и сидела милая, послушная, чудесный песик. Вот, и ребята ее достали, один добрался, самые храбрые, они держали лестницу, он ее оттуда поднял. И дальше не стал вопрос, как выбираться обратно. Он сорвал с себя футболку, порвал ее, привязал собачку себе, и они преодолели первый пролет очень, я бы сказал, экстремально. Едва не выронили эту бедную собачку. И тут Марине, моей жене, пришла в голову простая мысль, она им дала наш рюкзачок. В этом участвовал наш маленький рюкзачок, который всегда с собой. Им передали рюкзачок, они посадили туда собачку. И теперь собачка, я думаю, работает в ресторане «Форель». Я думаю, и имя дали «Форель». Ну, я так бы, наверное, и решил. Прекрасные ребята спасли чудесную зверюшку.